Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. И мы с вами посмотрим, что он о вас понял и что у него к вам поменялось. Загадайте, пожалуйста, на своего мужчину, представьте его, назовите по имени, задайте ему свои вопросы. И давайте посмотрим, что из этого выйдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы владят моими руками, пусть скромным тоже сейчас это скрыть, не хочу их знать. Ничего себе. Ну, давайте начнем с предыстории, с того, как начинались ваши отношения. Это будет и преддиагностика, и преистория. Итак, в самом начале ваших отношений мужчина достаточно легко к вам относился. То есть, несерьезно, да, ничего серьезного не было. Для него вы были увлечением, симпатичной, красивой девочкой, да, с кем он хорошо проводил и весело время. С кем было очень уютно, с кем было очень весело, забавно. Опять же, вы очень вместе хорошо смотритесь. Вот, там мужички завидовали, друзья там завидовали, хвалили, что вот молодец, такую девчонку оторвал. Он ничего серьезного не хотел и ни на что серьезное не был настроен. Ему хорошо, приятно с вами, окей, встречаемся. И еще скажу такую вещь, она, возможно, прозвучит обидно, но я вижу, что вы об этом тоже догадывались, либо это понимали. Он вас воспринимал точно так же, как и всех других женщин до вас, кто был у него. То есть ему казалось, сейчас время весело проведу, а потом раз там хвостом вильну и дальше по жизни пойду. Тут с мужчиной такая оказия приключилась. Он не заметил, как он в вас влюбился. Понимаете? Влюбился по-настоящему, влюбился серьезно. Скорее всего, сейчас он себя достаточно странно ведет. Он стал какой-то вялый. Он стал, возможно, избегать каких-то разговоров, вопросов стал избегать и даже как-то пытался от вас дистанцироваться. То есть там мог пропадать, мог не отвечать, мог даже там не перезванивать. Он как-то так себя вел, сомнительно вел. И вы очень сильно напрягались. А я вам скажу, в этот момент он боролся сам с собой. Он чувствовал, что что-то с ним не то. Вот прям, знаете, чувствовал, что пропадает, что влюбляется. И он такой, ой-ой-ой, что ж мне делать? Куда бежать, да, как эту любовную мару от себя отогнать. Но вот, да, он сам с собой боролся, он пытался вас выдернуть из своего сердца, потому что влюбиться в его планы не входило. Вообще, может быть, он не знал, что такое любовь, да, он не представлял, что она бывает, и она бывает такой и прекрасной, и мучительной одновременно. В общем, метаморфозы он свои прошел. Сейчас вот он ходит и не знает, как к вам подступиться, как же вам в своих чувствах признаться. Признаться так, чтобы вы не рассмеялись в лицо. Признаться так, чтобы вы его не послали. Признаться так, чтобы вы ему адекватно ответили. Вижу, что он изначально почему-то считал, что вы девушка-простушка. Вот такая обычная девушка с обычными девичьими интересами. Но по прошествии времени он с удивлением осознал, что вы очень глубокий, грамотный, интеллектуально развитый и достаточно упрямый человек, упрямый в достижении своих целей. Вы абсолютно независимы, вы абсолютно самостоятельны, вы никого и ни от кого ничего не ждете, вы от жизни все берете сами. Еще его поразила ваша мозговая деятельность, то есть ваш интеллект, ваш IQ, ваш аналитический склад ума.
и умение находить выход из любой сложной ситуации. Просто вы как рыба в воде в сложных ситуациях. Везде выход найдете. Вот он так не умеет, он так не может. А вы прям вот и сделала. Он до сих пор этим восхищается, он до сих пор не понимает, как вы это делаете, да? Откуда силы, откуда энергия, откуда знания, да? Как у вас это получается. Тут он и восхищается, и по-доброму вам завидует, да? Потому что я не могу так, как она. Вот и мне за ней не угнаться. Она более умная, она более ловкая, юркая, смелая, активная, бодрая, да? А я не такой. Ой, какой же я недостойный. Да, и смотрите, чем лучше он вас узнавал, чем больше вы перед ним открывались, вот именно ваши характеристики, ваши качества, ваши умения, ваши таланты, ваши способности, тем больше он видел в себе недостатков, и тем больше он начинал осознавать, что он вас недостоин, либо что он вам не пара. Вы слишком крутая для него, понимаете, а он такой простячок. Это он мальчик-простячок, да, а не вы, девушка-простушка. У него все поменялось. И вот это все, значит, на него нахлынуло, и в какой-то очень короткий промежуток времени прям осенило. Он такой, блин, да она же крутая, а я и рядом не стоял с ней. Вот. Стал он, девочки, бояться, что вы догадаетесь, что он не крут, что он вас недостоин, что он не соответствует вашим высоким стандартам и требованиям, и что вы начнете засматриваться на других мужчин, что вы его просто возьмете да поменяете на другого, на более симпатичного, на более рослого, на более мускулистого, стабильного, успешного, да, богатенького. И прям мысли эти не дают ему покоя. Знаете, он когда об этом думает, такое впечатление, что голову в осиный рой засунул. Прям кусают его эти мысли. Кусают и беспокоят очень сильно. Да, девчонки. Вот так вот пришла любовь и не спросила. А он был не готов. Он был не готов. Он думал, что он с вами поразвлекается, там, снимет сливки и давай дальше пошел гулять. А нет, влюбился, прилип, залип. И как и хочется, и колется. Да, сейчас для него главная задача вас влюбить в себя. Он такой, ну как так? Я в нее, значит, влюбился, а она в меня нет. Надо, чтобы и она меня полюбила. Да, вот это его главная задача. Ну и отогнать конкурентов, да, отогнать от вас максимально подальше других мужиков. Ну и желательно, конечно, чтобы вы там прям совсем ни на кого не смотрели. Это было бы просто идеально. Вот тогда бы он был доволен. Так, еще что он понял о вас? Он понял, что вы не потерпите к себе пренебрежительного отношения, вы не потерпите грубости, вы ни в коем случае не потерпите насилия. И мало того, не потерпите, вы еще способны себя защитить. Вы знаете, как это делать, вы умеете это делать, вы себя защищаете. И он теперь, знаете, как пытается фильтровать свои словечки, чтобы хотя бы там не делом, пусть словом, да, не зацепить вас. Прям напрягается. И я еще вам такую вещь скажу. Мужчина начал что-то читать. Не желая выглядеть неучем в ваших глазах, мужчина начал что-то почитывать. Какую-то, может быть, научную литературу, психологического характера литературу. Может быть, даже энциклопедии периодически почитывает. Да, чтобы не выглядеть плохо в ваших глазах. Но потому что вы умная, вы интеллектуально развитая, а он что? А он прям далеко заднего пасет, понимаете? И он старается, очень старается. Так, и еще. Вижу, что мужчина начал за собой следить. Ну, по крайней мере, голову мыть, там, всякие такие санитарные меры принимать, чтобы не пахло, чтобы носки не воняли, там, чтобы без дырочек были. Прям что-то стал стыдиться своей неприятности, либо дурного запаха от себя. Но это все благодаря вам. То ли вы ему как-то замечание сделали, то ли вы в его присутствии сказали, что терпеть не можете, когда там, у мужиков носки дырявые, либо мужики плохо пахнут. И он прям такой, ой, надо в душ, надо там дезодорантиком, антипреспирантиком, да, прям прополироваться, чтобы от меня, не дай бог, нигде ничем не пахло. Но вы на него невероятно позитивно влияете. Если так и дальше пойдет, то мужчина очень расцветет, очень раскроется. Потом вам придется от него девчонок отгонять. С палкой стоять и отгонять.
Так, что касается других женщин. Ну, смотрите, вижу, что с какими-то женщинами он все-таки общается. Может быть, в интернете общается, может быть, там подружки дней суровых. Ну, явно те, кто были до вас, до знакомства с вами. И там разговоры, ну, чисто дружеского характера. Что касается там измен, других женщин, его даже и не тянет. Вот ему это уже даже и не интересно. Сейчас ему интересно именно вас добиться, либо сделать все, чтобы вы в него влюбились. Вот это его цель, это его таргет, он к нему идет. Что касается его действий к вам, ну здесь вот четко прослеживается линия, что хочется удивить. Удивить и порадовать. Произвести на вас максимально яркое впечатление, чтобы вы ни о ком другом не думали. Вот. Только он не может придумать, что это. Отвезти вас, например, в другую страну на отдых. Подарить вам какое-нибудь там дорогущее кольцо там, с бриллиантами, да еще и брендовое какое-нибудь, да. Подарить вам там последнюю модель там, топового телефона. Ну, вот такие мысли он еще не выбрал, он определяется. Плюс, возможно, у него финансовые возможности сейчас не самые как бы полноценные, поэтому приходится перебирать вариантами, искать, что ну, подешевле, наверное, либо что потяну в сегодняшнем моменте. Так, и еще вижу, что вы как-то в последнее время себя по-другому с ним стали вести, либо вы перестали его, не знаю, там, стесняться, либо расслабились, и вы уже говорите то, что думаете, то, что чувствуете, не подбираете слов. Вот, его это тоже немножко пугает, потому что он вас такой никогда раньше не видел, для него это все в новинку. И вот он не понимает, что это значит. Либо это какая-то высшая степень доверия к нему, либо это усталость от него. Да, что вы вот прям расслабились, не стараетесь ему понравиться. Но это его прям беспокоит. Беспокоит, и он хочет об этом узнать. Не исключено, девчонки, что он будет расспрашивать ваших подруг, либо если он знаком с вашими родственниками, то будет их расспрашивать. Вот что она обо мне думает, что она обо мне говорит, как она ко мне относится. Да, такие вопросы будут задавать. Но для него это важно. Для него это важно. Особенно в последнее время прям совсем самое важное. Да, вот как влюбился, так стало важно. Так, смотрите, благодаря вам этот мужчина действительно развивается, он улучшается не только ну, вот, внешне, но и вот он читает что-то, да, он ум свой развивает, знания свои прокачивает. Вы очень положительно на него влияете, прям очень. И кто его знает, кто нормальный, все к этому положительно относятся. А кто не совсем нормальный, не совсем адекватный, все ему говорят: вот твоя новая женщина на тебя так плохо влияет, ты такой стал тухлый, ты такой стал кислый. Да, вот в таком ключе говорят. А он и не слушает. Он не слушает. Для него сейчас самое важное мнение — это ваше мнение. Либо самое важное для него в жизни — это ваше и настроение, и отношение по отношению к нему. Да, прям озаботился, озадачился. Так, девчонки, что-то крокодила показали. Вот не могу понять, что крокодил на самом деле, ну, такой себе знак. Не самый лучший, давайте так скажем. Так а к чему здесь крокодил? К чему? Скорее всего, у него есть проблема, которую он от вас скрывает. Знаете, да, скорее всего, это проблема. Причем проблема достаточно серьезная, а он от вас скрывает. И с одной стороны, он понимает, что если бы он вам рассказал о своей проблеме, вы бы помогли найти выход, да, вы бы что-то подсказали, вы бы научили. Но ему стыдно рассказывать, что у него есть проблема. Он, наоборот, перед вами пытается показаться вот таким вот прям крутяком, да, у меня все схвачено, у меня там все сговорено, договорено, да я вообще звезда, да, вот в таком ключе. А проблема есть, и проблема уже, видите, к 5-й точке подбирается. Да, возможно, мужчина в ближайшие несколько дней куда-то исчезнет, будет очень занят решением этой своей проблемы. Да, так что вы не переживайте, если он там пропадет, он решает свои проблемы, проблемы серьезные. Не хочет вам говорить, чтобы вы в нем не разочаровались. Ну, либо, в принципе, не хочет вас расстраивать. Вот. Стыдненько ему говорить о своих проблемах. Предпочитает молчать, предпочитает просто ну, вот, слиться на какое-то время.
И еще, благодаря вам мужчине очень сильно захотелось семьи, семейных ценностей, семейного уюта, семейного благополучия. Когда вот люди живут полноценной семьей, у них есть там дети, либо вместе живут, да, друг другом занимаются, а не детьми. В общем, захотелось ему, захотелось с вами всем делиться, захотелось, чтобы вы, прям, знаете, заботились о нем, проявляли участие в его жизни. Вот этого хочется. Какая-то прям потребность в вас, и она постоянно растет и увеличивается. Прям да, мне она нужна, я хочу быть с ней. Я вижу, что мужчина очень полноценно на вас настроен. Да, вначале как-то он так, несерьезно относился, а теперь серьезнее некуда. Я даже не знаю, что лучше, что хуже, потому что сейчас он прям действительно загоняется по поводу вас, по поводу себя, по поводу ваших отношений. Чего вам от него ждать? Ждите, что он может пропасть на какое-то время, а потом ждите большого сюрприза. Большого, серьезного, такого основательного сюрприза. Вот он уже решил, он это будет делать. И даже если ему придется залезть в долги, он в них залезет. Лишь бы вас удивить, лишь бы вас порадовать, да, для вас сделать приятное. Вот прям хочется, чтобы вы улыбались, хочется, чтобы вы смеялись, чтобы вы были в прекрасном расположении духа. Он прям себе задачи такие ставит: рассмешить, порадовать, удивить. Молодец, да, пусть старается, пусть удивляет, пусть радует. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.